Испытано на себе. Самый лучший зимний месяц в Якутии – это март. Да-да, именно март. Потому как уже отступили суровые морозы, и температура, скажем, с минус 40 поднялась до минус 10. И наступила самая благодатная пора для занятий зимними видами спорта и активного отдыха. Друзья, всем привет! Это программа «Испытано на себе». И мы находимся в Алдане, снежной столице республики. Я тоже приложил руку. Стараемся на скорости проходить поворот. Кто из вас станет олимпийским чемпионом? Испытано на себе. Здравствуйте. Да, Козюра. Давайте запаску. Температуру давайте смерим. В этом выпуске я расскажу вам о республиканской спортивной школе Олимпийского резерва по лыжному спорту. И мы с вами попытаемся понять, почему же сюда так любят приезжать олимпийские чемпионы. Республиканский центр спортивной подготовки по зимним видам спорта был открыт в октябре 2012 года в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта. В июле 2020 года учреждение было реорганизовано в Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва по лыжному спорту, приоритетными занятиями в которой являются лыжные гонки, биатлон и горнолыжный спорт. Погода так и шепчет. Ночью шел снег. И сегодня хочется рассказать вам и самому узнать, как же все-таки готовится эта легендарная алданская лыжня. Небольшие технические нюансы. А поедем мы на вот этом рат-траке. Для того, чтобы добиться наилучшего скольжения, каждое утро Дима на рат-траке проходит трассу, уплотняя снег и специализированной фрезой обновляя лыжню. Сегодня на территории школы находится 4 лыжных трассы, отвечающих международным стандартам на 1200 метров, 1400, 2500 и 3000 метров. А также есть любительская марафонская трасса протяженностью 10 километров. Дима предложил испытать на себе и внести свою лепту в прокладку, вернее, в подготовку лыжни к завтрашним соревнованиям. Дим, ну давай, расскажи, что тут надо. Куда? Ну, Вот техника, в принципе, нетрудная. Сейчас нужно руль отрегулировать под себя. То есть на педальку вот посередине, которая висит сюда, нажимаем, опускаем руль. О, вообще чтобы удобно. Справа педаль газа. Больше педалей, тормозов тут нету. Значит, следующим образом мы должны включить движение снегохода. Нажимаем. И, соответственно, автоматическую гидравлическую навесную систему этого ретрака. Все, у нас все включено. А Теперь скорости переключаются или как? Здесь нет. Одна скорость. Тут скоростей ничего нет. Она на одной. Чем больше газ нажимаешь, она едет. Быстрее, да. Теперь мы включаем вращение фрезы и плавающую систему фрезы. Для того, чтобы более красиво получалось прокладка лыжни. Друзья, все равно это дополнительный момент. Да. И я приложу руку. Подготовлю. Сейчас прямо. Да, едем прямо до конца стадиона. Держим руль прямо. Чем больше скорость, тем хуже трасса будет получаться. Вот там мне сейчас вот так вот, такой скорости. Нормально вот так вот? Помедленнее можно. Еще помедленнее, да? Надо газ регулировать. Вот. Все, вроде нашел нужный ритм. Ну, техника, конечно. Но самое главное, друзья, это этот момент, то, что я тоже приложил руку.
к этой трассе, с которой начинаются тренировки и первые вкатки наших олимпийских чемпионов. Ну, еще я вчера узнал, что в сборную республики, да, по биатлону и по лыжам основной состав именно входят воспитанники этой школы Олимпийского резерва. Так что, ребятки, чтобы вы впредь радовали нас своими победами, я, Сергей Козюра, внесу свою лепту в прокладку трассы. Ну и особенно завтра за детей поснимаем, как они будут. Так, сейчас направо. Не, налево. Испытано на себе. Пришло время для очередного испытания, и это будет биатлон. Вот он, момент истины настал. Пришло время испытать на себе эту знаменитую алданскую лыжню. Погнали! Едем! Едем! Ох, ребята, ну скольжение, конечно, сумасшедшее. Вообще, но с непривычки тоже тяжеловато. А я еще такой смотрю, мне куртку дают, ветровку, она легкая, а тут ветерок. Я думаю, как? Может одеть еще одну кофту под низ. Я сейчас думаю, как хорошо, что я не одел ее. Потому что реально мокрый уже. Ох, друзья, ну и, конечно, очень приятный, в то же время волнительный момент – это осознание того, что я прямо сейчас иду по лыжне, на которой осенью начинает свою самую первую вкатку самые наши лучшие биатлонисты страны, мировые звезды биатлона. Потому что, друзья, здесь, в Алдане, начинается самый первый снег. Причем даже не просто в России, а даже во всем мире. В отличие, скажем, от Норвегии, где спортсмены начинают тренироваться на искусственном снегу, то сюда каждую осень звезды биатлона, те, которых мы видим по телевизору, за которых болеем, на первую вкатку, они приезжают сюда. И именно по этой лыжне начинают свои тренировки. Гордость, друзья, гордость. Ну да, с непривычки это, я скажу вам, очень нелегко и непросто. А еще, как говорят местные тренера, что я попал на самое скольжение. В этом году самый скользкий снег, потому что пошла оттепель. Ну и правда, до этого у меня был опыт на янкийских охотничьих лыжах. Но это вообще абсолютно другой. Сейчас немножко передохнем и дальше в путь. Задача простая. Пройти хотя бы минимальный отрезок дистанции, выйти на рубеж, ну и попробовать испытать на себе, каково это после дистанции на лыжах попасть еще в яблочко, вернее в 5 яблочек, чтобы не уйти на штрафной круг. Все. Да, красивый вид спорта, конечно, очень. Но осознание того, что я этим спортом не занимался уже со школьной скамьи. Как давно это было? Надо пересмотреть, конечно, свои приоритеты спортивные. Ну, круто. Круто. Какая красота.
как, друзья, после такой гонки попасть в эту маленькую черную точку? Руки дрожат, капец. Пока я пробовал себя в биатлоне, на трассу вышли воспитанники школы Олимпийского резерва на очередную тренировку. Задача сегодня сделать такие легкие ускорения. И посмотреть, у кого хватит силушки полностью этот подъем пройти. Ускорение веселое не на все деньги. Что, задание понятно? Поехали. Раз, руки выдергивай, не забывай. Это подъем, хоп. Стараемся на скорости проходить поворот. Так, под каждый шаг можно. Здесь на повороте скорость набираем и в поворот стараемся вписаться в этот сложный. Арсений, голову подними. Про руки не забываем, выдергиваем. Хоп, хоп. Прокат, толчок, прокат. Ну, вообще, лыжные гонки – это циклический вид спорта, поэтому, конечно, в нашем виде спорта очень важную роль играет выносливость. В связи с тяжелым годом, скажем так, даже сезоном, который у нас не получился, прошлый сезон, да, конечно, было утеряно много времени в связи с карантинными мероприятиями. Очень сложно было проводить тренировочный процесс. Все знают, конечно, что у нас было это все дистанционно. Большое спасибо нашим родителям за помощь, поддержку детей. На самом деле все не понимали, как это, как можно в нашем виде спорта готовить людей именно в лыжных гонках. Вот, но да, в онлайн, да, это спорт не для слабых. У нас выносливость. А выносливость как развивается? Вот у нас в данном виде спорта, в нашем виде спорта, это, конечно, километраж. Да, если вот мы уже с вами прошли, да, вот на гору поднялись, спустились, наверное, маленько подустали, да. А детям, конечно, самая маленькая дистанция у нас, да, вот у девушек, это маленьких, бегут в воскресенье, да, 200 километров. Вот 200 километров от старта и до финиша они должны показать максимальную скорость в быстрые секунды. Вот, поэтому, конечно, здесь терпение, выносливость, морально-волевые качества, вообще все это формирует характер, что помогает в дальнейшем в учебе, вообще по жизни. Потому что, вот как вы видели, да, у нас есть маленькие тоже дети там здесь. Это преодоление препятствий, борьба, в первую очередь, с самим собой. Как давно занимаешься? 7 лет. 7 лет уже? Да. Ничего себе, достижения есть уже? Да, были 2 вторых места, выезжал на соревнования в Неринге. Почему не танцы, почему лыжи? Ну, потому что мне нравится, свобода, вот, лыжня. Не нравятся мне танцы, больше лыжи как-то. Почему выбрала лыжи? Потому что я люблю лыжи и не люблю танцы. Значит, ты зиму больше любишь, чем лето? Да, я люблю спорт. Я участвовала в этапе Кубка Республики. Ну и как ты оцениваешь свои успехи? Есть достижения, да, есть к чему стремиться? Да, есть, но еще мне стремиться очень много, чтобы до совершенства дойти. Ну а скажи, честно, желание есть? Есть. Это самое главное. Спасибо. О, привет! Как зовут? Ульяна. Ульяна, имя какое красивое. Ну, скажи, пожалуйста, ты сколько занимаешься уже? Я не помню, но, наверное, где-то 3 года. Ого-го. Я думал, сейчас скажешь, не помню, с пеленок, наверное. Ну, у тебя какие-то достижения есть? Или Да, ты еще я занимаюсь... Второй юношеский разряд заняла недавно. Привет. Здравствуйте. Тебя как зовут? Настя. Настя. Ну, Настя, расскажи, пожалуйста, ты сколько занимаешься? 3-й год. 3-й год, да? Ну вот, почему, ты, получается, в принципе, 3 года назад, да, ты уже достаточно в школе училась, да? Почему ты выбрала этот вид спорта? Кто-то подсказал, или ты сама? Поначалу мне просто понравилось, как подруга занимается, и я просто еще люблю улицу, находиться. На свежем воздухе, да? И как это получилось? Вот ты пришла 3 года назад, сказала, сюда пришла, да? Как это было? Ты сказала, хочу заниматься. И как вот с первого раза, когда вот свои эмоции, расскажи, когда ты первый раз на лыжи стала? Я сначала подумала, что это вообще.
как это. Поначалу не понимала, как кататься. Понравилось. Ну, тебе нравится этим заниматься? А что вот ты чувствуешь, когда бежишь по лыжне, лес, погода, зима? Свобода, легкость, как будто летишь. Сколько ты занимаешься, вообще твои впечатления об этом виде спорта? 2 года, но мне нравится. Хочу быть как Никита Крюков. О, да? Ну, задатки есть, мотивация есть, Да, желание? да. А вам Волда не нравится? Конечно. Кто из вас станет олимпийским чемпионом? Ну все, спасибо, алданцы, пока-пока. Вот так вот, друзья, вот на такой милой позитивной ноте двигаемся дальше. Ну и, наверное, пришло время уже уйти с аутдора и погрузиться внутрь и показать, как же все-таки устроен этот комплекс спортивный внутри, что там есть. Вы знаете, там неимоверно уютно, там тепло, комфортно. И, знаете, я знаю одно место, где еще и вкусно, очень. Так что пойдемте, познакомим уже внутри. Ну, вообще супер. Погода сегодня вообще как никогда нам подфартила. Ну, я и уже говорил в самом начале, еще раз повторюсь, что самый лучший зимний месяц – это март у нас. Да, именно март. В Якутии, я имею в виду. Главный корпус включает в себя гостиничный комплекс, медико-восстановительный центр, 100-метровый легкоатлетический манеж на 3 беговые дорожки, стрелковый тир, большой зал для игровых видов спорта. Кстати, у коллектива школы есть очень полезная традиция – каждую пятницу играть в волейбол. Также имеется тренажерный зал и даже зал для занятий борьбой. Проходят занятия по флорболу. Скажу честно, для меня это было открытие. Полноценный, шикарный спортивный комплекс, который открыт для посещений абсолютно любому желающему. Ну и, конечно, сауна с бассейном, а также столовая с очень демократичными ценами. На данный момент у нас не заасфальтировано стрельбище, не заасфальтирован стадион. Вот это то, к чему мы хотим прийти в этом году, в теплое время года. Обязательно необходимо заасфальтировать стрельбище, заасфальтировать стадион. В этом случае мы позволим себе принимать наши команды, республики и команды сборной страны по биатлону. Год, получается, да? В летнее время, да. То есть лыжероллерная подготовка, почему бы и нет. Ну и кроме сборной команды страны, это региональные команды. То есть для нас это тоже станет возможным. Поэтому мы сейчас к этому идем. А впереди у нас следующее испытание – горнолыжные. Я так, друзья мои, уже подумал, было, что мои приключения на этом закончились. Но нет, впереди еще одна горнолыжная. Сейчас мы находимся в пункте проката, так что всегда здесь работать, есть возможность подобрать лыжи, ботинки. Так что помните, что вас здесь всегда ждут. Тем более, что этот год нас объявлен годом здоровья, так что все на лыжи, все в Алдан. Здесь много снега. Такие ботиночки нам дадут. Все, друзья, теперь урок номер 2. Это горнолыжный спуск. Знакомство с горными лыжами начинается непосредственно с самой горной лыжи. Горная лыжа, на самом деле, очень прочная, состоит из скользяка, кант, крепления, рубашка лыжи. Лыжа имеет такой, в отличие от беговых лыж, боковой радиус, благодаря чему лыжа может резать поворот. То есть боковой радиус заложен изначально в лыжи, и от этого зависит будущий радиус будущего поворота лыжи. То есть, допустим, может 12, 18, 20, 30 метров.
Лыжа на самом деле очень прочная, ее сломать практически невозможно. Поэтому, да, не, на самом деле так и есть. Так, попробуем одеть горные лыжи. Попробуем, ну и по нюансам, да, вот самое необходимое, чтобы знать, я понимаю, что мы уже прошли как бы первичный курс, да, но вот сейчас вот непосредственно перед спуском, первым спуском, да, в жизни, вот какие основные советы вы бы дали? Спешите медленно, самый лучший совет. Спешите медленно, потому что черепаха быстрее, чем заяц. Не надо спешить и переоценивать свои возможности. Все первые движения у нас это постановка в стойку плуг, и первое движение вниз у нас будет по линии ската, это в стойке плуг. Оттуда мы начнем изучать первые повороты, именно со стойки плуг. Это самый основной базис, на чем держится обучение катания на горных лыжах. Вот. Меня пока что смущает, что у меня голеностоп зажатый, и у меня нога не срабатывает. То есть мне, ну, вперед. Вы наклоняете не спину, вы давите. Мне прям, да, на ботинок давить. Кладите вот свою... вот, да, вот так удобно. Берцовую кость, чтобы было понятно. Ага. Вообще голеностоп правильно. Язык ботинка, упирайтесь в него. Все, вот сейчас, да, уперся, да, удобнее стало. Ну, а то я все боялся. Смотрите, лыжа управляется отсюда до сюда. Как вы сели назад, смотрите, у меня поднялся носок. Значит, лыжа не управляется. Значит, лыжи стремятся выскочить из-под меня. Смотрите, что я делаю. Я могу вперед упасть, и я не упаду, потому что меня держит ботинок. Мы не боимся, поэтому все движение на язык ботинка. Лучше вот так. Как только вы сядете назад, облокотитесь икрой на эту часть, вы выскочите, а не выскочите из-под вас. Понял, вперед, да. Просто так. Ровно стойте, не спину, не гните в поясницу. У вас что, Нет. Да что вы гните? А мне так просто после этих лыж говорит, на один стик, да. Ну попробуем. Не будете кое-что срывать на ручку. Ну беговые это беговые. Ну да. На горных вы теперь вылетите. Поняли, друзья? Ну что, поехали. Попробуем еще один разворотик. Там покрываем ручку вылезти. Ага. Оба. Ручки стабильно. Вот так ровно. Не крутим руками. Ага. Вот тут вот сейчас на более пологом уже интереснее так, ну, можно так раз. Ну, как бы, что сейчас понимаешь, да. Доверьтесь вот лыжам, не крутите стопу, просто пусть они едут сами, давите на язык ботинка. Ага. Ручки здесь стабильно, мы не машем. Не поднимаем. Прикните его локти к бокам для начала. Локти к бокам. Все. Вот так примерно. Плечами не помогаем. Смотрим плечи вниз. Все. Нет, вниз по склону, туда прямо. Ага. Понял. Сильнее давление. Чем сильнее перенесете вес, тем лучше повернет. Ага, понял. Я еду, ребятки, я еду первый раз на горных лыжах. Нет, один раз был. О, фрирайд пошел! О! Отличный кадр.
мы можем увидеть, на сегодняшний день на склоне работает техника. Запуск подъемника планируется через пару недель, к концу месяца. Ну, надеемся, все сложится удачно, и сезон, пускай начнем поздно, в апреле месяце, но покатаемся месяц-полтора, думаю, покатаемся. Все зависит от климатических условий. По развитию горнолыжного спорта в Алданском районе, ну, хочется сказать, что сейчас в планах запустить этот горнолыжный комплекс, а в дальнейшем в планах запустить комплекс в поселке Лебедином. Но там будет немножко, конечно, другая гора, другие условия, другие подъемники. Это уже большой секрет, что там будет. Сейчас всех жителей республики приглашаем в гости на открытие подъемника и открытие горнолыжного склона в городе Алдан. Испытано на себе. Сегодня, воскресным днем, в Алдане настоящий праздник. Праздник лыжного спорта среди детей и юношей. После долгого перерыва, вызванного пандемией, наконец-таки это свершилось и было получено разрешение на проведение соревнований. И ребята, дети все уже истосковались и с таким рвением и удовольствием вышли на лыжню. Ну что, последим, как проходят соревнования. Юные лыжники боролись за медали в гонке свободным стилем на дистанции 1200 метров. Забеги получились очень интересными во всех возрастных группах. Ребята показали хорошие результаты, что позволило некоторым из них выполнить нормативы не только юношеских разрядов, но и взрослых. Сегодня у нас прошли соревнования, называются они «Юный лыжник». Соревнования мы проводим каждый год. Единственное, что в прошлом году мы не проводили из-за пандемии, соответственно, эти соревнования. А так стараемся каждый год проводить. На этих соревнованиях ребята у нас могут выполнить разряды, занимают свои места. Первая тройка получает награждение, грамоты, медали. Дети восприняли очень положительно, и всем очень понравилось. Они ждали этих соревнований, потому что не было соревнований практически год. Да не практически, целый год не было соревнований. Приходилось заниматься дистанционно, приходилось заниматься дома. Поэтому, когда нас наконец-то разрешили нам выходить вообще на улицу с занятиями, дети очень, во-первых, обрадовались, а во-вторых, вот такое вот занятие, когда уже сказали, все, можно, соревнуйтесь, дети просто очень-очень сильно этого ждали, этих стартов. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Этот лыжный центр – настоящая гордость как для алданцев, так и для всей республики. Здесь каждую осень начинают свою первую вкатку спортсмены сборной России. А воспитанники данной школы входят в сборную республики как по лыжным гонкам, так и по биатлону.
Бесспорно, что настоящие большие победы начинаются с упорных тренировок и таких соревнований. Резюмируем. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжным видам спорта. Это не просто, в моем понимании, то есть это был лыжный центр. Но, как оказалось, это целый спортивный комплекс, в котором двери открыты для всех желающих. Не только спортсмены, профессионалы, которые здесь занимаются, но и простые жители, и приезжие, кто приезжает сюда, могут разместиться в гостинице и, в принципе, окунуться в целый комплекс спортивных состязаний. Это и тренажерные залы, и волейбольная площадка, и флорбол. В общем, много всего, и бассейн, и сауна, очень вкусная столовая. Знаете, честно, с очень демократичными ценами. То есть в среднем обед, это с учетом салат, первое, второе, компот, обошелся мне рублей в 200. Где такое видно, еще не знаю. Так что не ленитесь, вставайте с дивана и добро пожаловать в Алдан, лыжный центр. Здесь вас всегда будут ждать. И занимайтесь спортом на свежем воздухе, тем более, что март самый для этого подходящий месяц. Все, это был Сергей Козюра, испытан на себе. Испытано на себе.